1 верасня першы звонок на урок прагучаў для 2885 школьнікаў раёна. З іх 318 сели за парты ўпершыню, а для 143 гэты звонок будзе апошнім. Урачыстыя лінейкі ў мінулую суботу прайшлі ва ўсіх школах раёна. А для настаўнікаў і вучняў Александрыйскай сярэдняй школы гэтая лінейка была сапраўды асаблівай. Школу наведаў прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Александр Лукашенко. Першы дзень восені па-сапраўднаму святочны, надвор'е па-летняму цёплае. І вядома ж, па традыцыі ў школы дзеці прыйшлі ў святочных уборах с кветкамі, да і настрой ва ўсіх адпаведны. Очень приятно, очень волнительно, что мы идем в первый класс. Это же трудности у нас теперь будут. Терпение нам очень нужно. Что нам еще нужно? Что нам еще приятно? Школа у нас замечательная, чистая, вы видите, новенькая. Практически приятная. Учителя у нас очень доброжелательные. Очень нам понравился наш учитель Татьяна Сергеевна Иванова. Что еще? Ну, сами понимаете, мы волнуемся, потому что мы впервые, у нас первенец идет в первый класс, поэтому нам так трепетно. Конечно, приятно, что мы учимся в такой школе, с таким, живем на родине такого человека, как наш президент Александр Григорьевич. Ну, я думаю, детки сейчас, может, они так понимают по-своему, ну, а дальше они будут вспоминать, откуда они родом и откуда, с какой школы они выходцы будут. Для нас очень волнительный и ответственный день. Мы пошли в школу, мы первоклашки. Конечно, очень и торжественный такой праздник, и ждем хороших знаний, успехов, и будем надеяться, что зачем пришли, то и здесь и получим, и наша первая учительница Татьяна Сергеевна нам в этом во всем будет помогать. Помню свой первый раз в первый класс, это, конечно, как и у всех первоклашек, банты, школьная форма, белые гольфы, ну и, конечно же, праздник. Прэзідэнт Беларусі невыпадкова ў гэты дзень наведаў сваю родную школу. Яна займае асаблівае месца ў яго жыцці. Калісьці і ён, будучы вучнем, стаяў на лінейцы ў чаканні чарговага навучальнага года. С всеми событиями связано огромное количество впечатлений, личных переживаний, самых разных. Но со временем все они стали дорогими сердцу воспоминаниями. Так будет и у вас. Нам, взрослым, всегда важно, чтобы вы и наши дети осознавали ценность школьной поры, понимали, что уроки, контрольные экзамены – это своего рода репетиции взрослой жизни. Но чтобы пройти этот путь достойно и вспоминать его с радостью, надо уже сегодня дорожить каждым мгновением, принимать с благодарностью все, что дает нам школа, и трудности в том числе. Потому что именно они учат преодолевать сомнения и неуверенность, выстраивать отношения с одноклассниками и педагогами. Это и есть тот ценный опыт, который станет для вас серьезной опорой в будущем. Это ваш первый жизненный опыт. А здесь и сейчас рядом учителя, которые всегда дадут шанс исправить ошибки, помогут найти выходы из любой ситуации, поддержат и направят. И, как показывает практика, самые требовательные, но внимательные и мудрые педагоги навсегда остаются в памяти своих учеников. Часто являются для них ориентиром в выборе будущей профессии. У гэты святочны і па-сапраўднаму асаблівы дзень кіраўнік дзяржавы звярнуўся да педагогаў і бацькоў. Поэтому я обращаюсь к нашим педагогам, учителям, родителям. Вот на этот случай, когда с нашими детишками никого не будет рядом, чтобы подсказать, вы должны их научить сейчас ориентироваться в жизни. И даже в сложных ситуациях, непростых жизненных ситуациях научить их действовать, научить их принимать правильные решения. Я часто говорю об этом. Жизнь сейчас приобрела колоссальные масштабы в своей скорости. Скорость жизни неимоверно высока. Она значительно увеличилась. Это не те времена, когда мы с вами стояли здесь, садились за парты и учились. Поэтому надо принимать решения быстро, и надо научить наших
маленьких белорусов, ориентируясь в этой жизни, принимать правильные и быстрые решения в жизни. І вядома, якое свята без падарункаў. Александр Лукашенко падарыў вучням школы новыя тэлевізары і комплекс спартыўных трэнажораў. Па словах прэзідэнта, фізічная актыўнасць – лепшы адпачынак пасля разумовай нагрузкі. Комплекс складаецца з снарадаў для воркаута і некалькіх трэнажораў. Яны прызначаныя для развіцця цягліц ног, спіны, грудзі, рук і прэса, умацавання суставаў і паясніцы, павелічэння эластычнасці злучальных тканін. А настрой гэтага першага дня трэба захаваць на ўвесь год. У падарунак да Дня ведаў выступленні зорак эстрады. Калі ідзеш па сцежцы, да дзедавай крынічкі, нізіначку да рэчкі з высокіх берагоў. Зямлі бацькоўскай гэтай я чэрпаю вытокі святой вадой, крынічнай, што сілы надае. Вось тут вучыўся будучы кіраўнік дзяржавы. Сёння гэта будынак-музей. Прэзідэнт пагутарыў з першакласнікамі і, гледзячы на сваю парту, успомніў школьныя гады. Ну, а с тебя особый будет спрос. Ты сидишь на том месте, где я когда-то сидел за этой партой, именно здесь. А потом я вырос за год. Вот здесь я сидел и писал, с мальчиком я сидел. Помню, писал здесь диктант на белорусской мове, диктовку. А когда вырос к концу года, меня пересадили вот сюда. Так что смотрите, мужики, у вас спрос особый. Успехов вам! Вучні Александрыйскай школы ў сваю чаргу паднеслі кіраўніку дзяржавы падарунак. Гэта фотаальбом па сцяжынкам малой радзімы. Выкананы ў тэхніцы скраббукінг. Старонкі альбома распавядаюць пра дзяцінства, студэнцкіх гадах, працоўнай дзейнасці Александра Лукашенко і дэкараваны ў адпаведнасці з тэматыкай фотаграфіі. Мы очень признательны, что вы нашли время посетить нашу школу, особенно в такой знаменательный день, 1 сентября. И хотим от всех нас подарить вам фотоальбом с стяжинками малой родимы. Он выполнен как скраббукинг. Здесь, смотрите, вот есть такие ярлычки, они открываются. Это уже годы в университете. Здесь собраны разные периоды и ваши творчества. Скраббукинг — это вот все вручную вырезают. Хорош. Это на границе, да? Сама Александрыйская школа моцна змянілася. Цяпер гэта сучасны будынак з кампутарнымі класамі і найноўшым школьным абсталяваннем. Современная база школы очень крепкая, новое оборудование все установлено, новый учебный класс химии, современный класс физики, новое оборудование кабинета информатики. Также для начальных классов подарили мультиборды. То есть на сегодняшний день это не школа, а сказка в моем представлении. Новый будынак школы уведзены ў эксплуатацыю ў 1996 годзе. У ім знаходзіцца 15 вучэбных кабінетаў, актавая зала на 100 месцаў, бібліятэка з чытальнай залай, спартыўныя і трэнажорныя залы, сталовая, а таксама новыя кабінеты. Мы пришли 1 сентября в обновленную, отремонтированную и пополненную очень богатой материальной базой кабинеты. А непосредственно, что касается кабинета химии, то мы получили целиком кабинет химии, в состав которого входит как мебель специальная, столы, шкафы, наличие определенных таблиц по темам, учебно-методических комплексов и определенная часть реактивов, которая все вместе взятое, конечно, будет способствовать тому, чтобы улучшился образовательный процесс, и наши ребята будут получать качественные и прочные знания. Мы получили шикарный подарок, который мы будем использовать в образовательном процессе, мультибокс, который также нам улучшит
качество знаний учащих для того, чтобы мы успешно могли конкурировать как при сдаче централизованного тестирования, при поступлении в различные учебные заведения нашей республики. Огромное спасибо Александру Григорьевичу, всему нашему руководству за тот праздник, на котором мы сегодня присутствовали, и за те подарки. Мы, надеюсь, оправдаем доверие, которое нам оказали. Гэты святочны дзень быў напоўнены асаблівым хваляваннем. Першаклашкі, выпускнікі ды іх бацькі будуць з задавальненнем успамінаць гэтую сустрэчу праз гады. Гэта добры стымул для новых дасягненняў і для таго, каб апраўдаць аказаны ім давер. Я горжусь, что учусь в Александрийской школе, которую закончил Александр Григорьевич Лукашенко, наш президент Республики Беларусь. Желаю первоклассникам хорошо учиться, чтобы хорошо себя вели. Своим одноклассникам желаю, чтобы поступили те, куда хотели, чтобы их желания исполнились. Чтоб страна и президент мной могли гордиться.